eder halayatçılar eder правительство министерство heytere bulduk barı uluslarından kotu oldu Burkina uluslar oldu Bülübüle uluslar oldu nehirliklerinin kegen köründürü Государственная служба – это не только круглосуточная занятость, бессонные ночи монитора, исполнение поручений со сроком вчера, контроль и волшебные пендели. Госслужба – это еще и интенсивная выездная работа. Несмотря на насыщенный график командировок, можно было выкроить часик со времени на сон, чтобы записать интересное интервью. Итак, в первой серии цикла «Выпавшего из обоймы» смотрим сюжет о металлургах из села Кантык Верхнеувильского улуса. Во времена присоединения Коти к России на территорию нынешнего Верхнеувильского района мигрировали не пожелавшие сдаваться богатыри, уранхайцы. Среди них был кузнец Чап. Прирожденный кузнец Чап обучил мастерству своих родных. С тех пор район стал вотчиной кузнецов-металлургов. Свидетельств тому очень много. Это сохранившиеся до наших дней артефакты кузнечного мастерства шедевры, а также архивные данные, представленные в музее села Кантык. Благодаря местным энтузиастам во главе с Анатолием Таркаевым мастерство предков возрождается и передается новым поколениям. Из устья реки кузнецы добывают железную руду, которую плавят по старинным технологиям в большой глиняной печи при помощи двух крупных кожаных мехов. Выплавленная крица имеет слоистое строение, так как руда плавится постепенно и слоями ложится на предыдущий остывающий слой. Из крицы кузнецы выковывают вручную якутские ножи, пальмы батыя и топоры. Активно применяется технология булата. Изделия мастеров из села Кантык славятся великолепными режущими свойствами и ежегодно выигрывают призовые места на республиканских, всероссийских и международных выставках и соревнованиях кузнецов. Потомки рода Чапус, как истинные блюстители традиций, бережно передают секреты мастерства молодым поколениям. Так, многодетный отец и опытный кузнец Павел Константинов является любимым наставником ребятишек со всего района. Подробнее о мастерстве кузнецов-металлургов из рода Чапус смотрите в документальном фильме Александра Адамова «Санаут Инситерен», выпущенном телестудией Фотонбелю в 2017 году. Спасибо за внимание.